Секрет заложен в духе чеченского народа. Очень высокий дух. А оружие, там, количество — это не главный фактор. Главный фактор, что люди во что-то верят. В Бога или в себя, или в народ, или в нацию. Что-то у них есть святое. Вот. Когда нет этого святое, что-нибудь, вот, невозможно воевать. Хоть там атомное оружие, хоть там танки, хоть что угодно. Вот. По-моему, в российской армии этого не хватает, что у них нет ничего святого. Понимаете? И вот варварски уничтожить, убить, там, разгромить там, и так далее. Вот. А здесь народ воюет за право назваться свободным человеком. Они воюют отчаянно. И не боятся этих танков, там, самолетов, артиллерии. Ничего они не сделают. Просто зря они проводят время и убивают наших и своих ребят. Что вы на своем пути видели и какое издевательство со стороны офицерского состава? Что вы на своем пути видели до самого последнего момента, до того, как вас взяли в плен? Расскажите этот участок пути. Каждый о чем кто видел. Ну я только расстреливают чеченцы. Я видел расстреливание чеченцев. Да, расстреливают. Мирные жители, вооруженные не были, в форме не были. Дети, старики, женщины тоже там были. Нет, ну их не понять, они обгоревшие. Обгоревшие были, да? Ну, видно, что расстреляли. Они расстреляли российские войска. Да. Уже, первый раз приехали в новое место. Так. И на утро, вот, рассвело, на утро заметили, там 3 трупа лежало. Женщина и 2 детей. А перед этим там стояла войсковая часть, да? Да, говорили. Кто говорил? Солдаты говорили? Офицеры. Офицеры, да? И что вы сделали с трупами? Просто там стояла пасмурная погода была. Замполит подходит к ротному, говорит, если убрать и закопать эти трупы, хорошая погода будет. Ваши командиры примерно говорили, вот ставили боевую задачу на противник, находится такой-то, вам задачу как ставили, да? Ну вот я вот в Ремонте был, вот, нам даже зам по вооружению подходил и говорил так, если что будут, например, обстреливать, там, или как колонна, когда идет колонна, будут обстреливать. Надо расстреливать его, стрелять во всех мирных жителей, там, женщин, детей, во всех. Без исключения, стрелять во всех? Без исключения, да. Не щадя ни женщин, ни детей, ни стариков, ни мирных жителей, да? Да. Бить подряд. У вас некоторые военные билеты просто написано, числится за штатом, то есть. Это уже говорится, что это списанный материал. Ответственности никакой нет. Что вы выведены вообще из списков, что вы не являетесь ни воинами вооруженных сил, что за вас уже никакой ответ, то есть в команду не несет ни моральная, ни юридическая ответственность. Мать сделала запрос, там сказали, что меня списали. Меня нет там. А когда пришла в военкомат, ей сказали, а чего вы волнуетесь? Ждите повестку, что он пропал без вести. То есть к вашей судьбе ваше правительство относится как-то равнодушно? Можно сказать, если это мягко выразиться, да? Им все равно. Русизм страшнее фашизма. Когда фашизм пошел по Европе и миру и наступил на хвост России, она первая заголосила: спасайте весь мир. И весь мир пришел на помощь в борьбе с фашизмом, и сами немцы пришли. И сами немцы отвергли первые фашизм, и весь мир отверг эту чуму. А теперь, когда русизм уничтожает целые народы и сметает с лица земли, причем выбирая самую беспомощную жертву. Всю историю России она выбирает самую беспомощную жертву. На полное физическое уничтожение и реалистическое устрашение мира. Вот какие мы сильные, мощные, что мы можем, какие коварные, злые, хищные.
Российское руководство всю свою историю, когда ей было тяжело, бежало, значит, на подписание договоров, которые она никогда не соблюдала, не будет соблюдать и не мыслит. Как только укрепится, так начинает снова вычленяет самого слабого и начинает над ним издеваться. Такова Россия, империя зла. Империя зла, как была, есть и остается. Хищность свою, алчность, беспощадность, бездуховность, безнравственность продемонстрировала на Чечне. 250 тысяч войск вооружений. 5600 единиц только бронетехники на территории. Неслыханное количество в истории против горстки людей и против территории, по которой на карте ищут микроскоп, набросились, успокоив мировую общественность, сделав заявление из уст президента России, что силового решения не будет, будет только мирное решение. И когда под Новый год смешали песок, землю, небо, кровь и мясо человеческое, смешали и сделали месиво кровавое. И от этой политики не собирается отходить. Духовный потенциал, нравственный потенциал, природный потенциал, все это не позволяет чеченцу, чеченскому народу, как этническому, корнями привязанному к этому Кавказу, быть в рабах. Сколько ты таких уже сделал? Да не считал, но много. Сам думал такой вариант? Да, так, приспособил. Гранату взял, сделал лекало. Готово, да? Размер можно с помощью этих ремней регулировать. За деньги делаешь или как? Как можно сейчас мерить деньги? Конечно, не за деньги. Это мой долг перед Отечеством, перед народом. Я так считаю. Они тоже рискуют жизнью из-за меня, из-за таких, как я. Долг мой помогать им. Ну как, довольны боевики этими? Очень даже довольны, благодарят меня все время. Ну, им так в карманах носить же тяжело, а в жилете они так не мешают даже. И защищают где-то от осколков, там, от шальных пуль. Вот так. Удобно. Штык сюда вмещается. Нормально. А там линия уже, да? Здесь? Ну я уже, знаешь, привыкну. Даже не могу дома ночевать, да. Вот. Когда здесь, я сплю хорошо. И раз вот так на это окопе, сижу, и так заснул, Ну, обстрел-то есть минометный. Потом, заснул, и я ничего не знаю, не вижу ничего. Хорошо сон, Через несколько минут, и я такой, бау, взрыв такой. Сильный взрыв, попал. Я думал, вот эти лимонки у меня взорвал, Думаю, голод только у меня. Говорят, разговаривает. И один мужик бежит, и кричит, мерды. И раз я вижу человека, думаю, голый, вот здесь только. У меня живой, а все остальное мертвое. Этот день был у нас
Байрам называется. И люди как раз, дети ходили по улице друг к другу, к родственникам, знакомым и прочее. Именно по этому дню нанесли ракетно-бомбовый удар вертолетами. 4 вертолета незаметно налетели с гор оттуда. И нанесли, значит, ракетный удар. Тут находились дети, женщины. Есть по нашей улице, значит, 5 убитых. Одна мать. У этой матери, покойной сейчас, 2-годичная дочь безногая осталась. 2 ног мы похоронились вместе с матерью. Самочувствие. Как видите, так. Нормально. Сейчас пару таблетку глотнем, еще лучше будет. Ты там рядом автобус был, да? Ага. А? Что-то ломаш поле не стоял. Vamos da Salarir Bajo. А. Ну я так молился как смогу, так. Я несколько ребятам сказали, чтобы вот туда уехали. Если они не ушли, вот тоже их погибнут. Хорошо, чтобы они слушали то время. Оставим тебя здесь. Но мы уедем сегодня. Уедем? А, увидим когда-нибудь. Ты как там бой назад идешь. Надо вперед. Им надо, к ним. А, К ним надо. Мой. Это пройдет. Будет все нормально. Все выживем.